Свыше 1 миллиона рублей потратит мэрия Сыктывкара на обустройство пешеходных мостков через Вычегду в Заречье. Аукцион пройдет уже в понедельник, а сами мостки должны быть установлены за 10 дней. Так что ледостав местные жители ждут с особым трепетом, ведь он гарантирует им беспрепятственное движение в любое время суток. Главное, чтобы снова не пришла оттепель. Виктория Денисова выехала на место. Ирина Напалкова живет в Заречье уже немало лет. На памяти проблемы с транспортом до Сыктывкара, говорит, были всегда. Ежедневно по определенному расписанию до города едет автобус по понтонному мосту. Но за весь день всего несколько рейсов, да и те могут в любой момент сорваться. Всему виной стихия. В межсезонье практически не добраться. Однажды я была здесь, оторвала мост, ребенок у меня был в школе. Ребенку 7 лет. Как мне было ее забрать? Вот мы скакали. Через катер там поставили, соединили катером 2 этих, и мы скакали. Вот и сегодня нештатная ситуация. Добраться до Большой Земли зареченцам удается не сразу. Понтон на время разобрали, чтобы освободить фарватер для катера. Да только людей об этом никто не предупредил. Тут же, как по воле случая, судно село на мель, а земснаряд зацепился за часть моста. Я вообще ничего не понимаю. У меня просто ребенок там со школы, что он никак не может прийти на этот берег. Я не знаю, что происходит, как его будут убирать. Благо, вскоре сообщение с Большой Землей восстановили. К переправе подключили катер. Все желающие мигом воспользовались возможностью и переправились на другой берег. Такие заминки здесь, увы, не впервые. В межсезонье в Заречье и вовсе на постоянной основе дежурят спецслужбы, пожарные и спасатели. В полной боевой, как говорится, недаром периодически проводят учения и работают с техникой. Бывает, техника застревает, выезжаем, помогаем, скорой помощи помогаем. Ну и здесь мы находимся на случай, если что-то случится, например, с переправой с мостом. Бывает пропуск судов через мост, его открывают, и какое-то время здесь проезда не бывает. К дежурствам готовы и медики. Как правило, скорая помощь приезжает сюда из города. Но в случаях, когда это невозможно, в Заречье круглосуточно работает медпункт. Это особо актуально для межсезонья. При этом все необходимое – оборудование и препараты – всегда есть в наличии. Когда нет переправы у нас или есть опасность, что вообще закроется переправа, так-то во время весной, когда бетонный понтонный мост этот снимают, то я остаюсь дежурить тут. На всякий случай, что вдруг какой-то такой экстренный будет, что скорая не попадет сюда в Заречье. А так-то скорую перевозят постоянно, круглосуточно. Впрочем, всем этим неудобствам все же придет конец. Понтонный мост власти города планируют реконструировать. Так, уже в следующем году специалисты приступят к созданию проекта новой переправы и, вероятно, учтут при его разработке все недостатки существующей. Виктория Денисова, Дарья Филитова, Марина Ладанова, телеканал Юрган, Сыктывкар.